вопросов. Один из членов Государственного совета. Если у тебя есть фонтан, заткни его, Кузьма Прутков. Правда ли это, что я слышу? Мол, Витова Моисеема. Огорчает очень Миша, будто Дарвина система. Полно, Миша. Ты не сетуй. Без хвоста твоя ведь, так тебе обида нету в том, что было до потопа. Сход наук не в нашей власти, мы их зерна только сеем, и Коперник ведь отчасти разошелся с Моисеем. Ты ж, еврейское предание с видом ненюшки Лилия, ты б уж должен в заседании запретить и Галилея. Если ж ты допустишь здраво, что вольно в науке мнение, твой контроль с какого права? Был ли ты при сотворении? Отчего б не понемногу введены в оба темы? Или не хочешь ли уж Богу ты предписывать приемы? Способ, как творил Создатель, что считал он более кстати, знать не может председатель комитета о печати. Ограничивать так смело всесторонность Божьей власти, ведь такое, Миша, дело, пахнет ересью отчасти. Ведь подобные примеры подавать неосторожно, и тебя за скудость веры в соловки сослав бы можно. Да и в прошлом нет причины нам искать большого ранга, и, по мне, шматина глины не знать ни орангутанга. Но на миг положим даже, Дарвин глупость спорить просто, ведь в твое гонение гаже всяких глупостей раз во 100. Нигилистов, что ли, знамя видишь ты в его системе? Но святая сила знания. Что между Дарвином и теми? От скотов нас Дарвин хочет до людской возвесть средины, нигилисты же хлопочут, чтоб мы сделались скотиной. В них не знание, а прямое подтверждение дарвинизма, и сквозят в их диком струе. Все симптомы это весьма. Грязны, неючи, бесстыдны, самомнительные едки, эти люди очевидно норовят в свои же предки. А что в Дарвина идея оба пола разубраны, это Барм и Архиреи в сделе те же обезьяны. Чем же Дарвин тут виновен? Верь мне, гнев в себе утеша, из-за взбалмошных поповин не гони его ты, Миша. И еще тебя одно я здесь прибавлю, многочтимый, не китайской стеной от людей отделены мы. Сломоносовым наука, положив у нас зачаток, проникает к нам без стука мимо всех твоих рогаток, льет на мир потоки света и, следя, как в тьме лазурной ходит Божьей планеты без инструкции цензурной, кажет нам, как та же сила, все в иную плоть одета, в область разума вступила, не спросясь у комитета. Брось же, Миша, устрашение, у науки нрав не робкий, не заткнешь ее в течение ты своей дрянной пробкой. Конец 1872 г. А Лоргус в своем докладе, который Миронова считает столь индикативным, и я с ней абсолютно согласен, апеллирует к методологии как науке, которая, начиная с 40 годов 20 века, стала оказывать влияние на отношение к научной теории вообще и рассматриваемым им конкретным теориям в частности. Методология интересна и в целом очень позитивное направление. Другое дело, что методология породила не только очень умные и правильные идеи, методы, приемы работы, но и параллельную субкультуру со всеми ее составляющими. В то время, как ведущие методологи, особенно глубоко уважаемый мной Щедровицкий, категорически настаивали на необходимости изучения традиций мышления, требовали, чтобы определенные экономические философские произведения заучивались чуть ли не наизусть, субкультура культивировала пренебрежение ко всему, что не есть методология. Было очень соблазнительно отказаться от изучения философской традиции, от апелляции к ней на все смотреть с методологического высока. Это порождало дилетантов. Я никоим образом не отношу к ним Лоргуса, окончившего психологический факультет МГУ в 1982 году и Московскую духовную семинарию в 1992 году. Я просто обращаю внимание его и других интеллектуалов со сходной точкой зрения, что такой соблазн в принципе существует. Но коль скоро Лоргус апеллирует к методологии, то я хочу обратить его внимание на то, что графа к. Толстой, не зная о существовании методологии, которая, по мнению Лоргуса, начала развиваться с конца 40 годов 20 века, а как же Джон Диль его последователей, построил стихотворный текст блистательно именно с методологической точки зрения. Да и с политической, кстати, тоже. То, что мы в 19 веке не были за китайской стеною, и согласитесь, граф угадал правильно. Кто-то хочет, чтобы мы оказались за ней в 21 столетии. Так вот, насчет православной методологии, графа к. Толстой никогда не рвал связи с каноническим православием. Что же до разных его масонских шалостей, то кто из искренне верующих христиан, православных в том числе, принадлежащих к высшему классу, не баловался чем-то подобным в 19 веке, не только в России, но и в Германии, и во Франции, и... Граф шутливо и одновременно всерьез спрашивает о том, кто, относя себя к твари, может осуществлять дескрипцию интенция Творца по поводу нетворимого. Как это в принципе возможно?
Не построено ли в религии все и всегда на неисповедимости путей Господних? Но если эти пути неисповедимы, то почему надо считать, что Ньютон или кто-то еще, тот же Дарвин, не раскрывали нечто в этих путях, конечно, не до конца и несовершенным образом, а клеветали на Божий промысел? Каким должно быть научное открытие, чтобы его нельзя было интегрировать в Божий промысел, который по методологическим основаниям, применяемый в гиперпрограмме под названием «Вера», заведомо вмещает в себя очень и очень многое? Атеисты пели частушки, всю вселенную прошли, нигде Бога не нашли. Все понимали, что это чушь, что прошли не всю вселенную, что понятия нигде для Бога вообще не существует, что вселенной все не исчерпывается. Наука никогда в этом смысле не посягала на Бога, если это была серьезная наука. Если отдельные жрецы науки это делали, то на свой страх и риск в силу исторической ограниченности. Эйнштейн говорил, что со стороны Бога некрасиво бросать кости каждый раз, нечто определяя. Но он почему это говорил? Потому что считал, что Бог не бросает эти кости. Ибо Он единство истины, справедливости и красоты. Он не говорил, что Бог в принципе, если ему захочется, не может и кости побросать. Все он может. Ведь неисповедимы пути и так далее. Вульгарнейший атеизм, действуя с определенными целями, мог подбрасывать малообразованным людям. Вам говорили, что Бог на облаке, а там самолеты летают, а Бога нет. Может быть, Лоргус хочет подобную чушь выдать за позицию науки? Борис Викторович Рушеньков крупный ученый и вполне верующий человек. С его статьей «Четырехмерное пространство», опубликованной в сборнике «Пристрастия», издательство «Граф», 2000 год, каждый может ознакомиться самостоятельно. Вначале Рушеньков вводит четырехмерность просто как существование, наряду с обычными тремя пространственными измерениями, четвертого. И оговаривает, что, когда теория относительности только появилась, за это новое четвертое измерение принимали время. Далее Рушеньков пишет о том, что есть значительно более сложное четырехмерное пространство, где четвертой координатой и является не время, что себе легко представить, а тоже пространственная координата, что представить себе немыслимо. И указывает, что метода изображения этой немыслимой ситуации, если есть четвертое пространственное измерение, то любая мистика допустима, давно была выработана в русской иконописной школе. Рушеньков размышляет о последствиях возрожденческого отказа от свойственных средневековому искусству приемов. О том, что художники Возрождения границу между миром видимым и невидимым стали показывать изображением облаков. Но ведь Рушеньков понимает, что границу между миром видимым и невидимым просто стали показывать по-другому. То есть, что облака в искусстве Возрождения — это все тоже введение немыслимой пространственной четырехмерности. Он считает эту инновацию неудачной, не будем спорить. Подчеркнем лишь, что обсуждение удачности и неудачности методов показа пространственной немыслимой четырехмерности лишь подтверждает, что речь идет именно о показе этой немыслимой четырехмерности, а не о чем-то другом. Но наука на своем языке осваивает пространство с немыслимой четырехмерностью, а также большим количеством собственно пространственных измерений, что совсем немыслимо. При этом речь идет, это особо важно, не об абстрактных математических мерных пространствах, а о пространствах физических, квантовых и космологических прежде всего, о чем мы поговорим ниже. Наука и религия конкурируют друг с другом в том, что касается понимания сверхсложности подобной реальности. Такая конкуренция не носит антагонистического характера. Как поведет себя религия в этой ситуации? Любая ее попытка отказаться от конкуренции и кооперации с наукой в вопросе о сложности и сверхсложности приведет к тому, что пальма первенства перейдет к науке. И религия же останется пропись, элементарщина. Но в этом случае религия проиграет. Так что такое атака церкви на науку? Графа. К. Толстой, как православный методолог 19 столетия, показывает, что это ересь. Это посягательство на Бога, на его прерогативы, на всевозможности Вседержителя. В чем изъян его методологических построений? И если этот изъян, православный методолог 21 века Лоргус прекрасно понимает, что, с методологической точки зрения, изъяна нет. Существует система, религиозная или иная. Существует информация, отвечающая критериям достоверности, экспериментальные результаты, это называется верификацией и так далее. Как может система не интегрировать в себя информацию, данные науки, любые другие данные о мире, имеющие статус достоверности, при том, что достоверность всегда относительна?
Если система этого не может, то одно из двух. Или система плохо построена, или на самом деле она это может, но ей мешают, чтобы развалить ее, соорудив на пустом месте пустой и бесперспективный конфликт между системой и информацией. На Лоргус Нямблангинов. А не живет, согласитесь, несколько позже. И замахивается на нечто большее. Если бы он замахивался только на теорию эволюции, я не стал бы столь подробно это обсуждать. Но он замахивается на теорию развития вообще. А поскольку ему мало замахиваться на теорию с позиции чистой веры, он слишком хорошо понимает, чем это чревато, то он берет в союзники, чуть не сказал в подельники, методологию теории систем. Мол, теория развития была хороша, пока не возникла теория систем. Это классический игровой прием. Он же политический заход. Управляемый конфликт, так сказать. Манипуляция, она же разводка. Вы хотите атаковать науку. Вы ее делите на своих, методологов-системщиков, и чужих, сторонников теории развития. Потом свои должны съесть чужих. А вы стоять, уперши руки в боки, и похихикивать. Чужими руками жар загребать. Конфликт теории системы и теории развития? Не понял. Ну, гадом буду, не понял. Я не выпускник психфака МГУ. Я кандидат физико-математических наук. Защищался в советскую эпоху, когда это что значило. Защищался как раз по уравнениям, описывающим устойчивость систем, исходным вопросам. У меня есть работы и по теории систем, и по распознаванию образов, и по обратным задачам. Я в политологии непрерывно применяю теорию систем. Ну, так вот, я не знаю ни одного профессионала, который осмелится сказать, что теория систем опровергает теорию развития. А у Лоргуса сказано именно это. Я не по реферативным выжимкам, данным Мироновой, сужу. Я Лоргуса сам внимательно прочитал. И мне его методологический прием ясен. Берем некие научные дисциплины, например, дисциплину X и дисциплину Я, сталкиваем их с научной же дисциплиной С, потом организуем проигрыв дисциплины с дисциплиной X и Я, а потом вычищаем все с помощью религии. А Лоргус делает буквально это. Дисциплина X – методология. Дисциплина Я – основной союзник Лоргуса, теория систем. А дисциплина С, которую надо разгромить, теория развития. Вся теория развития целиком, понимаете? Осуществляя такой методологический прием, надо ждать методологического же ответа. И не только от графа К. Толстого. В ожидании методологического ответа надо ознакомиться с теорией систем. Я не знаю, в какой мере Лоргус является специалистом по методологии. Судя по тому, как он ей пользуется, тут есть вопросы. Но он психолог, методология близка к психологии мышления, все может быть. В конце концов, методология – это сфера гуманитарного знания. И в силу специфики знаний у нее есть свое, достаточно размытое, представление о строгости. Но с теорией систем все иначе. Это математическая дисциплина. Там есть иное представление о строгости. Есть алгоритмы и аппарат. Есть круг авторитетов. Этот круг вполне обозрим. И я твердо говорю, что сталкивать теорию развития и теорию систем может только человек, который в теории систем не понимает ничего. То есть ничего вообще за пределами модных сегодня ужимок. Я, мол, системщик. Теория развития и теория систем не могут противостоять друг другу в принципе с методологической, опять-таки, точки зрения. Теория систем – это что? Что развивается? Система. Любая динамическая система имеет траекторию в обычном пространстве, если речь идет о механической системе, или в пространстве фазовых переменных, если речь идет о системе более сложной. Траектория определенного типа – это траектория развития. Как отличить траектории, не являющиеся траекториями развития, от траекторий, являющихся траекториями развития? Как выявить типы траектории развития, увязать эти типы с классами систем, решить обратную задачу восстановления системы по траектории? Этим всем должна заниматься теория развития. И что значит противопоставить теорию системы теории развития? Это значит противопоставить нечто, теория систем, неотъемлемому атрибуту этого нечто, теории развития. То бишь противопоставить слову сахар слову сладкий. Это логический, а значит и методологический, нонсенс. Но что подобный казус знаменует собой в плане идеологическом, так и хочется сказать схоластическом, что религия в том виде, в каком ее понимает Лоргус, хочет бороться с наукой и побеждать, оставаясь только на своей территории. Как достигается такая победа, понятно. Говорится, что есть мистический опыт, опровергающий нечто, например, развитие. Оппонент спрашивает, что за опыт? Ему отвечают, вам не понять.
Наш опыт внутри системы, а вы вне нее. Оппонент указывает на мистический опыт других людей, находящихся внутри системы. Опыт, утверждающий, а не опровергающий нечто, например, развитие. Ему отвечают: мы между собой разберемся, а вы тут лишний. Ну, хорошо, я готов признать себя лишним. Как быть с культурологией, историей религии, религиоведением — отдельный вопрос. Есть мнение, что всем этим можно заниматься только находясь внутри. Принимаю, но с одной оговоркой. А сравнительным религиоведением должен заниматься кто? Экуменист? Немного чудно. Но в принципе, я готов рассмотреть все сразу, и отказ от развития с апелляцией к мистическому опыту, и разделение на тех, кто внутри, и тех, кто не внутри. Однако тогда религия не должна никогда апеллировать ни к какой науке. Она должна апеллировать только к религиозному опыту и создавать такие формы его осмысления, которые будут свободны от научного искуса. Такой подход к религии существовал. Говорили ведь о греческом соблазне, имея в виду увлечение античными философствованиями. Но это очень быстро было отметено. Стало ясно, что подобный подход носит абсолютно тупиковый характер. И религии пришлось пойти на компромисс, взять внутрь себя и научный метод, и научные данные. Не сделая она этого, ей бы быстро пришел конец. Ведь речь идет ни много ни мало о вопросе соотношений между разумом и верой. И оскоромились разумом люди вернее в 19-м и не в 20-м столетии, а примерно тогда, когда блаженный Августин заявил во всеуслышание, что без чтения греческих философов он пребывал бы во тьме. Он же не заявил при этом, что для него наука выше божественного. Он трактовал Платона и Аристотеля очень тонко и абсолютно своеобразно. И именно вокруг этих и других, вкушающих от разума, трактовок сложилась хрупкая система христианского вероразума. Начните изымать из этого сплава разум, система рухнет. Провоцирование религиозной системы на разрыв с разумом как таковым — это подрывная операция. Говорю как специалист. Это точь-в-точь запуск Танатоса, но не по отношению к нации с определенным идеологическим опытом, а по отношению к конфессии. Отношения между разумом и верой никогда не были гладкими и сусальными. На что опять-таки указывает А.К. Толстой, но и не только он, по этому поводу тысячи томов написаны. Да, они не были гладкими. Но они были всегда. Кто-то говорил, что разум подчинен вере. Кто-то, что вера подчинена разуму. Кто-то предлагал тот или иной паритет в отношениях между верой и разумом. Кто-то особым образом трактовал разум в его отношениях с верой. Возразят, что были и те, кто говорил: верую, ибо нелепо. Согласен. Без такой позиции религия мертва. Но такая позиция отдельных очень ярких личностей, позиция мистиков, духовицев, отстраняющихся от разума во имя ясности духовного зрения, всегда была интегрирована в институт под названием церковь. И если бы эта позиция не была интегрирована в институт и отчасти растворена в нем, то религии бы не было. Была бы секта духовицев, потом оказалось бы, что у одних одни духовные видения, а у других другие. Дать оценку статусу духовных видений невозможно. То ли мистическое откровение, то ли соблазн, и все стало бы рассыпаться. Чтобы не рассыпалось, как раз и нужен институт. Институт, а не отдельные, сколь угодно яркие личности с их видениями, чурающимися разума как препятствия и соблазна. Личности-то, может быть, и чурались. А институт с разумом никогда не порывал. Потому что понимал, что это бессмысленно. Что нельзя построить здание без веры, но и на одной вере его не построишь. Номиналисты, реалисты и концептуалисты по-разному строили отношения между знанием и верой. Но они все и всегда эти отношения строили. В средние века строили. Потом тем более. Что такое Ренессанс? Это не безбожие, это иное давление античного знания на христианскую веру. Вера выдержала. Так они и жили, этак 1500 лет, а потом наступило нечто, ради чего, в сущности, я так подробно все это обсуждаю. Нечто называлось проект «Модерн». Модернисты не безбожники. Есть католические, протестантские и православные модернисты. Не разрывая с верой, они приняли вызов нового времени. Времени, породившего стремительный взлет науки и техники. А в силу этого иное отношение к разуму. Модернисты поняли, что теперь отношения с разумом и наукой надо строить по-новому. Или же уходить в глубочайшие катакомбы. В эти катакомбы ушли так называемые контрмодернисты. Модернисты и контрмодернисты разошлись отнюдь не только в вопросе о внутрицерковных реформах. Да, и о них спорили. Но главным всех же был спор об отношении к разуму. Религиозный модерн согласился принять разум в дом веры на совершенно других основаниях, нежели это происходило ранее. А контрмодернисты на это не согласились.
Без религиозного модерна нет проекта модерн как такового. А без этого проекта модерна о каком развитии можно говорить с политической и стратегической точки зрения? Многие путают просвещение и модерн. Это путаница от лукавого. Для меня лично и просвещение — это великая эпоха с великими достижениями, со своими гениями, своими мучениками. Но вряд ли кто-то не согласится с тем, что модерн намного шире просвещения. Что в его основе поиск новых внутрирелигиозных подходов к вопросу о разуме и развитии. Прежде всего, речь пошла о соотношении развития и свободы воли. Если Бог даровал свободу воли, то Он сделал это зачем-то. Человек имеет право выбрать путь. Идти этим путем до конца. Он может идти к свету или к тьме. Кто-то говорил, что еще и к свету через тьму. Но это отдельный и очень сложный вопрос. В ходе этого движения человек меняется. Меняется, ибо борется. Меняется, ибо само приближение к чему-то может осуществить в нем фантастические перемены. Являются ли эти перемены актуализацией того, что заложено, или возникновением чего-то совсем нового? Сложный вопрос. Понятно, что в примере, который приводит Алергус, куколка, превратившаяся в бабочку, реализуется не индивидуальная, а внутривидовая программа. Куколке предписано стать бабочкой. И потому куколка не свободна. Но в примере с куколкой и бабочкой речь идет о природе. И о природном же роке. Куколка не человек. Она не может менять программы, написанные программистом под названием природа. Куколка, как и бабочка, безраздельно принадлежат природному. А человек? Разве уже культура не является вызовом господству природы? А вторая реальность — реальность сознания? И доколе простирается человеческая свобода? И есть ли у нее пределы, если она дарована Богом? Впрочем, даже и в плане соотношения развития и природы, что такое, например, мутация? Животное или зародыш облучили жестким электромагнитным излучением. Возник, например, монстр. Имеем ли мы право сказать, что радиационное воздействие актуализировало заданные траектории динамической системы под названием животное? Если цыпленок вылупился из яйца или куколка превратилась в бабочку, то ясно, что речь идет о заданных и реализованных траекториях. Но если из яйца вылупился мутант, а из куколки вместо бабочки выпорхнуло нечто другое, то это тоже заданная траектория. Но тогда все на свете присядано и говорить просто ни о чем. На самом же деле уже приведенный пример, касающийся животного или растения, которые качественно менее свободны от диктата природы, чем человек, доказывает, что возможно то, что не задано изначально. И это-то и называется прорыв. На сверхсложную систему, способную выйти за рамки автоматизированных программ поведения, оказано абсолютно нетривиальное воздействие. Система в существующем виде на это воздействие ответить не может. Но она хочет жить. И она представлена миллионами, а то и миллиардами экземпляров с разной жизнеспособностью. Одни из них сверхнормативная нагрузка уничтожит, а другие преобразует, тяжкий млад, дорогое стекло, кует булат. Развитие — это ответ системы на испытания, задающие нагрузки, превышающие пределы прочности системы. Механическая или любая просто сложная система ответит на нагрузки, превышающие пределы ее прочности, одним единственным способом — она разрушится. А вот сверхсложная система, может быть, разрушится, а может быть, и нет. И в этом может быть нет механизма развития. Нет этого может быть нет развития. И почему же этот творец не мог заложить такой механизм в творение? Уже скоро компьютерщик сможет, а творец нет. Странное отношение к Творцу, смотри к. Толстого. Странное, видимо, не случайное. Обсуждение тех или иных религиозных идей, рассмотрение сложных внутриконфессиональных мировоззренческих разногласий, так ли все это актуально? Отвечает ли это заявленной теме? Почему этим надо заниматься не в специальных изданиях? Эти вопросы абсолютно закономерны. И проще всего было бы свести ответ к одному лежащему на поверхности обстоятельству. Мы говорим, развитие или смерть. А рядом представители весьма авторитетного института церкви утверждают устами священника и интеллектуала Лергуса, что для христианина нет и не может быть развития как позитивной ценности.